Ассаламу алейкум. В эфире информационная программа «Неделя». В студии Ислам Ершов. Начнем с главных событий уходящей недели. Завершился капитальный ремонт многоквартирного дома в Грозном после пожара. С результатами масштабного восстановления ознакомился Рамзан Хаджи Кадыров. На подъездах к Грозному идет расширение дорог, а будущий конгресс-холл почти достроен. Главные стройплощадки столицы посетил Рамзан Хаджи Кадыров. Более 5000, до 6000 человек посадочное место. Высокая подготовка и заслуженные награды. В школе хафизов имени Харона Алаудинова подвели итоги конкурса на знание священного Корана. В Грозном завершился капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, который пострадал от крупного пожара в мае этого года. С результатами масштабного восстановления ознакомился глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. Все расходы на ремонт, а также временное жилье и предметы первой необходимости для пострадавших семей взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. О том, как преобразился дом, расскажет Халимат Шахидова. В мае текущего года в одном из многоквартирных домов Грозного вспыхнул пожар, из-за которого более 190 человек остались без жилья. Сразу после происшествия глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров поручил оказать пострадавшим семьям всю необходимую помощь и в кратчайшие сроки восстановить здание. Работы на объекте шли круглосуточно, и спустя 2 месяца дом полностью восстановлен. Оценить результаты строительства прибыл руководитель региона вместе с официальными лицами республики. Да, маловадильнир, шайк условия, в данный момент дом тадеша, фонду за 100 миллионов выделить на полный доход. Глава региона пообщался с жильцами и спросил их мнение об обновленном доме. Все пострадавшие квартиры восстановлены, оснащены новой мебелью и готовы к заселению. Кроме того, полностью обновлен фасад здания и приведена в порядок прилегающая территория. Глава региона лично оценил результаты масштабного восстановления.
На проведение ремонтных работ региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова направил свыше 100 миллионов рублей. На протяжении всего этого времени фонд также обеспечивал жильцов временным жильем и предметами первой необходимости. Теперь семьи наконец вернулись в свои дома. Халимат Шахидова, Асхаб Керимов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками провел инспекцию по ряду ключевых объектов региона. Проверили ход работ на участке федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ». Проект предусматривает расширение проезжей части с 2 до 4 полос. Без внимания не остался и правительственный комплекс. На его территории возводится Конгресс-холл. На какой стадии находятся проекты в нашем материале? Дорога в столицу региона станет более безопасной. Участок автомобильной трассы Р-217 «Кавказ» расширяют с 2 до 4 полос. Проверить ход выполняемых работ прибыл глава региона. Новая дорога значительно снизит уровень аварийности и обеспечит комфортную поездку. После завершения всех работ пропускная способность трассы увеличится в 2 раза. Нормативная состояние соответствующее недавно там БРС, он ХПТ больше. Так, больше федеральный центр, а масна апундал бывало. Что загружено? Что загружено? Бара? Да, швир был. Да. Швир так. Аджун там сидает уже. Инспекция продолжилась на территории правительственного комплекса, где завершается строительство Конгресс-холла. К объекту уже подведены все инженерные коммуникации. Рабочие заняты внутренней отделкой помещений. О ходе строительства доложил мэр Грозного Хасмагомед Кадыров. Более 5000 человек мест посадочных мест, отдельно круглый зал, совершающий первый образцовый штетчинчую, акцию проекта Ахмаярцу сурчта Ахмаяриор, лиха який зал, що цучуаха был штабуючбу, пош малый зал, що круглый зал, що окча был штабуючбу, плюс еще шлахта, что подсветка, дерево. Хош чуаха, а звуковой акустик не сядер, повара шума поглощатель шолуэра. Рамзан Хаджи Кадыров проверил и центральную часть Конгресс-холла. Входную холлу, мисс Дола, чеченский, российский флаг, шарю, так, водохалер, бача, путиница, решение сортолу. Ари основной yok залу, шеф, yok я эллил и раздвижной на аршери, ищтаю чарон, ища хакач на месте, он покаха экран штат, дик экран перду, долга, цик экран шент, иха, второй этаж, лохчу вау, шлесничку. Yok зал посадочный места шагу. Более 5000 до 6000 человек посадочные места общее. На мировом уровне мероприятия, шаги условия. Инспекцией Рамзан Хаджи Кадыров остался доволен. Он выразил благодарность всем задействованным в реализации таких важных объектов. Ислам Ершов, Мансур Исмаилов при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя».
На Грозненском ипподроме имени Саид-Хусейна Закаева прошел большой конноспортивный праздник. 8 зрелищных забегов объединили лучших чистокровных английских скакунов. Заезды посетил глава республики Рамзан Хаджикадыров. Главным событием программы стал большой грозненский приз «Дерби». На дистанции 2400 метров победу одержал жеребец конноспортивного клуба «Ахмат» Сирадин. Успешно для представителей КСК «Ахмат» сложились и остальные заезды. Победителями в своих скачках стали Люхаев, Оборг-Дин, Кин Энджел, Спирит Стеллион и Хорнет. Скакуны клуба также неоднократно занимали призовые места, подтвердив высокий уровень подготовки. С приходом Рамзана Ахмадовича в конный спорт у нас начали нормально лошади участвовать и принимать участие. Мы до этого тоже, пока не было у нас ипподрома своего, был маленький наш Гудермесский ипподром, но мы выезжали и в Москву выезжали, и в Пятигорск выезжали, и в Краснодар. Всегда мы занимали достойное место, но как сейчас, наверное, у нас никогда не было такого. Чеченскую республику с рабочим визитом посетил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзулин. Он осмотрел крупнейшие строительные площадки, оценил темпы реализации федеральных проектов и провел совещание с представителями отрасли. Обо всем по порядку Седа Хасиева. Столица Чеченской Республики активно преображается. Уникальные социальные объекты возводятся каждый день. Знакомство с ключевыми стройплощадками министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзулин начал с района имени Владимира Путина. Здесь активными темпами возводят современные жилые дома, благоустраивают парковые зоны и создают социальную инфраструктуру. Одновременно строятся школы на 400 мест и детский сад. Оба объекта реализуются в рамках федерального проекта «Жилье», национального проекта «Инфраструктура для жизни». Знаете, я хочу отметить очень положительную динамику развития строительного комплекса Чеченской Республики. Сегодня ежегодно в республике строится большое количество объектов. И надо отметить, что ежегодно идет рост количества ввода жилья, и этот год тоже не исключение. Почти 1 миллион введен квадратных метров. Республика выполняет все планы, те, которые стоят и по программам. После Файзулин посетил строящийся многоквартирный жилой дом на улице Филатова. Он ознакомился с ходом работ и оценил качество строительства. При поддержке Федерального министерства строительства и коммунального хозяйства Ирка Ивановича лично нам удается достигать, соответственно, хороших, качественных, положительных результатов. И здесь поручение главы нашей республики при поддержке и взаимодействии с федеральным, точнее, Министерством строительства и коммунального хозяйства, как я подчеркнул, вот возводится многоквартирный дом, за что хочу еще раз поблагодарить и вообще, в принципе, за поддержку Ирка Иванович лично вас, соответственно, для переселения 380 семей. Также Ирек Файзулин провел совещание с представителями строительной сферы и коллективом Минстроя Чеченской Республики. Обсудили текущие вопросы и актуальные задачи реализации отраслевых проектов и программ. Руководитель федерального ведомства подчеркнул, что регион лидирует в рейтингах Минстроя России по ключевым показателям. Глава Минстроя России также вручил сотрудникам Минстроя Чеченской Республики и представителям строительной отрасли ведомственные награды за вклад в развитие региона. Да, очень приятно. Это не только моя заслуга, это вся наша заслуга, всего коллектива, всего департамента, министерства. Так что всеми усилиями, скажу, что это наша общая награда. Отдельно Файзулин остановился на восстановительных работах после недавних стихийных бедствий. В селе Новый Биной Гудермесского района менее чем за месяц построили новый жилой комплекс. Более 100 домов для семей, оставшихся без жилья. Чеченская республика в стройке сегодня идет очень динамично. Программы все реализуются. И я уже говорил на совещании в министерстве, которое мы сегодня утром проводили, что результат он очень позитивный. Следующим пунктом программы стал Российский университет спецназа имени Владимира Путина. Здесь готовят специалистов по десяткам направлений, а учебный комплекс оснащен современной материально-технической базой. На территории также строится медицинский центр для участников специальной военной операции. На данный момент мы полностью делаем реконструкцию этого объекта. Хотим с него сделать медицинский, можно сказать, центр реабилитации населения. То есть будет
хорошо сделано, красиво, оказываются услуги. Вот. Где-то в течение 1,5 года планируем закончить уже. В завершении рабочей поездки руководитель федерального ведомства отметил, что темпы строительства и реализации инфраструктурных проектов Чеченской Республики остаются одними из самых высоких в стране. Седа Хасиева, Имам Юсупов, Мансур Исмаилов. Неделя. В селе Ахмат-Юрт состоялись религиозные мероприятия, посвященные предстоящим выборам. В них приняли участие религиозные деятели, представители органов власти, известные уроженцы села и местные жители. Верующие совершили коллективный зикр и прочитали мавлид. Детали в следующем материале. Религиозные мероприятия в комплексе Хажин-Беш начались с поминания Всевышнего и пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. В Ахмат-Юрт прибыли известные религиозные деятели, представители органов власти и многочисленные верующие. Религиозные мероприятия посвящены предстоящим выборам. С 18 по 20 сентября жителям республики предстоит избрать главу региона, депутатов Государственной Думы, парламента Чеченской Республики, Грозненской городской думы, а также депутатов представительных органов 15 муниципальных округов. Собравшиеся подчеркнули, что участие в выборах является гражданским долгом и ответственностью за настоящее и будущее. Также было отмечено, что благодаря созидательному курсу первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова и поддержки руководства страны, регион был восстановлен и сегодня продолжает динамично развиваться. ودينا داس وينج او ويش خلر يتخرج ويش يوتي داخل ارد دق ودال ملاكيجي نش دقي نش زدري تجري شادق على دوديز وجه مسار قاش سابيز وما كاون ما ارتيو شوي برشو ودال مولا وبرجي هرمو على بالقصدين عندو مسار قاش تربو جميع وقو شاورجي وويبر يندقانو وويبر تايو وويبر رمضان احمد ويتكديرو جيماك كرتن حيغلي وجون بارس دوچن گوشت خوي مخكا ومخداس دينك تنديرا تو كانديداتور يو إلنا دق دينات دولة شيخ مخ شي بال ديرا تو دونا قطاع دبعات خلق ومخ وخاجرو خا خلق يجا ومخ بوش واخر غاشكا مساجد ديخدو ويبش ويشو تك شي ياخل ديشتو. Участники мероприятия призвали жителей республики проявить гражданскую активность и принять участие в голосовании, подчеркнув, что благополучие родного края зависит от общего участия и ответственности каждого. دحل باتشو عام على سحبوا لنيقطع الغازوة قوبل دويلسون ومو دا ديزا ومو إرسي داخل غير دو العام على شواب لنيقطع دي بيسي دوتش دوشينا وشي يخي بعديونا أو يكشعوش ومخداو إذا نوين مخداو غير وات شي قون بالا باش دولو ديش دالمولا غاز تعتير تعبوش أدم أراد الغاز قاش تسوي دونا غاز ويباش دعوري قوي تغن وي باخر خوشك جيمي وقو ديخل دوق مصرقا نقطة قومية ساتر خز أرادولا خز قاشتوش ويبرير. Завершились мероприятия чтением мавлида и коллективным дуа с молитвами о мире, благополучии и процветании чеченского народа и республики. Седа Хасиева, Имам Юсупов, Мансур Исмаилов. Неделя. В школе хафизов имени Харона Алаудинова подвели итоги конкурса на знание 10 джузов священного Корана. Учащиеся продемонстрировали высокий уровень подготовки, а лучших чтецов отметили грамотами и денежными вознаграждениями. Поздравить победителей прибыл советник главы региона, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова, куратор школы хафизов республики Адам Шахидов. Подробности в следующем сюжете.
На торжественную церемонию награждения победителя конкурса на знание 10 джузов Корана среди учащихся школы хафизов имени Харуна Алаудинова прибыл советник главы региона, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова, куратор школ хафизов республики Адам Шахидов. Выступая перед собравшимися, богослов отметил, что благодаря всесторонней поддержке Рамзана Хаджи Кадырова сегодня в регионе созданы все необходимые условия для изучения священного писания. لامز يسر لامز در لامز درز در قوش سنة خزدلش ناقنجيش هر حافظ كل حق دوش كنتو هر ال هر غلق دوش وهر هر لامز شو ليري لرديش وهر ال عندي وي قزا حيخر وش بوخريك وسبيتاترش بوخريك مسارات اهتنشار بوخريك بقوز انج دقر ديل دوحدق دير شاش ودغيرتي جحانا شيدايشنا نامشنا гергерчана махкана уматана беркатина остехирдушу. По итогам конкурса победителям и призерам вручили денежные вознаграждения от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В ходе мероприятия отметили и успехи хафизов в спорте. Накануне среди учащихся школы хафизов прошел турнир по дзюдо. Победителей соревнования также наградили грамотами. Спорт إذا ويداخل وين يشوميش مصوب استق عالم استق حافظة مخ بيدا ورشلابة ورشتوش واتيس بيتشخينا شيء ديالردا شيء جرجر نهلربا شيء مخلربا ميتشخينا يوش زمان شا دعوة كيشي ورشة إيمان دولش دينا دولش مقش الله يولش قون الله يولش إشتري ويشو مصوب استق ده عبرتي. Школы хафизов Чеченской Республики ежегодно выпускают сотни знатоков священного Корана. Многие из них успешно представляют регион и становятся победителями и призерами престижных конкурсов различного уровня. Риана Хаджиева, Иман Юсупов, Артур Хациев. Неделя. На строительном рынке Чеченской Республики появился новый участник. В Грозном состоялось официальное открытие компании «Аймастрой», которая уже готова предложить жителям региона полный спектр строительных и ремонтных услуг, от разработки проекта до сдачи объекта под ключ. На церемонии открытия собрались представители общественности, предпринимательского сообщества и приглашенные гости. О том, какие задачи ставит перед собой новая компания, в нашем сюжете. Ремонт и строительство дома – это всегда ответственный этап, где важны качество, сроки и доверие к исполнителю. Сегодня свои двери открывает компания «Аймастрой», которая предлагает полный цикл работ от идеи до готового результата. Подготовка к запуску проекта заняла около года. За это время была сформирована команда и определены основные направления деятельности. Сегодня «Аймастрой» официально вышла на строительный рынок республики. С приветственным словом гостям обратилась учредитель компании Аймани Муртазова. Надеюсь, мы будем вместе все сотрудничать, работать. Кульминацией церемонии стало разрезание красной ленты. После гости осмотрели офис компании. Браво, браво! В компании отмечают, ставка сделана на качество, современные строительные технологии и комплексный подход. Здесь готовы выполнять как косметический ремонт, так и строительство частных домов и других объектов под ключ. В первую очередь строительная компания «Аймастрой» будет заниматься предоставлением услуг ремонта и строительства под ключ малоэтажных домов и ремонтами всех видов коммерческих помещений, жилых помещений и капитального ремонта различных объектов. Наша цель – это стать здоровой
единицы, которые будут способствовать развитию экономики республики. Поздравить коллектив с открытием прибыли представители общественности и предпринимательского сообщества региона. Гости пожелали компании успешной работы и реализации новых проектов. Праздничную атмосферу дополнила концертная программа. Сейчас, пока все идут в риэлторы, казалось бы, да, еще тут уже 2 шага вперед сделаны, то есть уже даже не следующий шаг, через шаг уже дальше, потому что те, кто купили квартиры, они неизбежно будут делать ремонты, и поэтому им обязательно потребуются такие услуги. Главная цель компании – стать надежной частью строительной отрасли и внести вклад в развитие Чеченской Республики, выполняя работы качественно и в установленные сроки. Хава Ахмадова, Имам Юсупов, Асхаб Керимов. Неделя. Это были все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и до встречи.